Поскольку почему проиграл? Ну давайте так, реально. Ну, проиграл выборы президента. Он выиграл у всех политиков, которые были представлены. Вот 38 было кандидатов, из них было, сколько получается, 36 политиков, он у них у всех выиграл. У человека, который не из политики, он проиграл. Это нормально. Если бы, допустим, выдвинули технического кандидата, например, Вакарчука, то у Зеленского и Вакарчука было бы поровну в первом туре, я думаю, примерно по 15% поддержки. Вот и все. Это все технологии, на которые, возможно, не среагировал штаб Порошенко в свое время, не учел вот эти вот соцсети, не учел YouTube, его влияние в какой-то мере, и больше сконцентрировались на сделанной работе, вообще, наверное, на том, чтобы делать работу в Украине, что-то менять. И в итоге люди и думали, что люди и так оценят это, понимаете, и без визы, и все остальное, что люди это оценят. Но люди были подвержены определенной пропаганде, я